Всем добрый день! Рада приветствовать вас на своем канале, и темой сегодняшнего видео будет ответы на ваши самые часто задаваемые вопросы, каким же образом можно легитимно оформить недвижимость в Республике Абхазия, не имея абхазского паспорта. Поговорим с вами о всех плюсах и минусах и рассмотрим различные варианты приобретения недвижимости. По законодательству Республики Абхазия действительно оформлять жилую недвижимость, такую как дома и квартиры, иностранцам запрещено. Но никто не запрещает вам приобрести на фирму, которая будет принадлежать именно вам. Вы будете являться единственным учредителем данной компании, коммерческую недвижимость, такую как офисы, магазины или мини-отели. Цены на недвижимость в Абхазии, конечно, очень привлекательны для россиян, несмотря на то, что они выросли в последнее время практически в 2 раза. Тем не менее, сейчас здесь можно приобрести коммерческую недвижимость в 5 или 10 раз дешевле, чем стоимость в России. Первый вариант приобретения недвижимости, если в Абхазии у вас есть родственники или друзья или знакомые, которые имеют гражданство данной страны. Они могут приобрести эту недвижимость на свое имя, а на вас выписать генеральную доверенность или сделать дарственную. Данный вариант я вам не рекомендую для рассмотрения, так как, сами понимаете, ситуация может поменяться, любую дарственную можно аннулировать. Ну а наследство вы не сможете вступить, поскольку вы не являетесь резидентом данной страны. Поэтому эти варианты я не рекомендую рассматривать для покупки. Второй вариант приобретения недвижимости в Абхазии – это получение абхазского паспорта или так называемого вида на жительство, когда у вас тоже есть полномочия оформлять жилую недвижимость. Получить эти документы очень сложно, но есть определенная категория льготных граждан. Я их так называю льготных, то есть можете посмотреть в интернете, есть список профессий, в которых нуждается Республика Абхазия, и если вы, допустим, педагог или у вас какая-то редкая профессия, которая нужна Абхазии, то вы тоже сможете получить гражданство таким образом. Для примера, моя знакомая проработала медсестрой, по-моему, около года, и после этого уже получила гражданство данной страны. Еще один вариант – это открытие общества с ограниченной ответственностью, и тогда через 5 лет после ведения бизнеса в Абхазии вы также сможете подать пакет документов для получения РВП. РВП – это разрешение на временное проживание в Абхазии. Вам будет выдан красный паспорт. Он отличается от гражданства только, в принципе, тем, что вы не сможете принимать участие в выборах. Ну а так вы также сможете приобретать и автомобили, и жилую недвижимость. И еще один вариант – это так называемый фиктивный брак, то есть вы можете жениться на гражданке Республики Абхазия, либо выйти замуж. Но этот вариант я вам тоже не рекомендую, потому что очень много примеров, когда, несмотря на то, что люди делали фиктивный брак, получить гражданство у них так и не получилось. Также вы очень часто пишете в комментариях, что невозможно купить землю в Абхазии, так как вся земля в Абхазии действительно принадлежит государству, и ее можно только взять в аренду. Просто мы привыкли так говорить «купить», это значит купить жилой дом, либо какую-то коммерческую недвижимость, ну а соответственно земля под этой недвижимостью, конечно же, будет в аренде у государства. Поэтому самый надежный вариант – это, конечно же, как я уже говорила, открытие общества с ограниченной ответственностью. Вы выбираете объект, который подходит для перевода в коммерческий статус. Не каждый земельный участок подходит для того, чтобы поменять назначение земли для коммерческого статуса и оформления на общество с ограниченной ответственностью. Поэтому здесь важно смотреть документы изначально того объекта, который вы выбираете. И после того, если уже юристы дают заключение, что можно поменять назначение земли, открывается фирма, и на эту фирму оформляется в аренду данный земельный участок. В продаже есть объекты, которые уже носят коммерческий статус, и здесь вы покупаете компанию, уже на балансе которой находится данный объект недвижимости. Таких объектов немного, так как после перевода в нежилое налог меняется, и многие продавцы не хотят этого делать до того момента, пока не найдется покупатель непосредственно на их объект. Что касаемо налогообложения в Республике Абхазия, я, наверное, сниму об этом отдельное видео, так как в рамках этого видео много нюансов не расскажешь, информации достаточно много. Поэтому, если вам эта тема интересна, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, чтобы первыми увидеть мои новые видео. Поскольку я сейчас живу в Абхазии, очень многие знакомые, зная, что я блогер и что я веду свой канал, просят прорекламировать те объекты, которые они бы хотели продать. Именно поэтому я делаю видеообзоры данных объектов. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите, звоните мне на WhatsApp, я по мере возможности буду стараться отвечать на ваши вопросы. Понравилось видео, было полезным и интересным, ставьте к нему лайк, тем самым вы поддержите мой канал. Ну а я, конечно, традиционно всех благодарю за его просмотр, передаю всем огромнейший привет, всем отличного настроения и хорошего дня.